читальном зале Национальной библиотеки студенты. Они пришли, чтобы поближе познакомиться с творчеством великого русского публициста и философа. Все его работы для людей, размышляющих о настоящем и прошлом. Он затрагивал запретные в СССР темы, прежде всего проблему социального неравенства. Герои его книг постоянно сравнивают советские идеологические мифы с реальностью, пытаясь добраться до истины и разобраться в природе советского общества. Александр Зиновьев является автором более 40 книг о советском строе и обществе. Самым знаменитым его произведением является антиутопия «Зияющие высоты». Александр Зиновьев внес огромный вклад в развитие мира науки и литературы. В своих многочисленных статьях и книгах он обсуждал самые, на его взгляд, острые темы, которые должны были затронуть глубочайшие струны человеческой души. Философские работы Зиновьева переводились на многие иностранные языки. Его книги пользуются спросом не только у нас в России, а также за границей. Некоторые его работы есть также у нас в фонде Национальной библиотеки, где каждый желающий может прийти, познакомиться. Вниманию студентов также представили интервью вдовы Александра Зиновьева. Спустя 16 лет после смерти писателя Ольга Зиновьева рассказывает о нем с восхищением, называя мужа человеком культуры, уникальной личностью и национальной гордостью. Крестьянский сын, философ, логик, социолог, публицист, писатель, создатель первого социологического романа, вообще создатель новой линии в литературе, поэт, драматург, публицист, исключительно порядочный человек, самый лучший человек на свете. Он прожил сложную жизнь. Голодное детство, прошел войну, стал офицером. В 1978 году Зиновьев был изгнан из страны за слишком смелые высказывания. Будучи на чужбине, он оставался патриотом своей страны, отказался от западных грантов и стипендий. В Россию писатель вернулся только в 1999. После возвращения он получил настоящее признание. Его пророческие политические цитаты до сих пор вызывают восхищение. Слушая сегодня все, что там рассказывали, заинтересовалась в этом человеке, в его работах, постараюсь познакомиться с его работами поближе. В общем, было интересно. К столетию известного философа и писателя по всей стране проходят выставки и встречи, посвященные трудам выдающейся личности. Зарема Ивлоева, Асхаб Билакиев, Новости 24.